Доброе утро всем тем, кто начинает наступивший день вместе с «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Сегодня у нас день недели четверг, на календаре 28 августа. И последние дни календарного лета вместе с вами мы провожаем, потому что ровно этой неделей календарное лето закончится. Поэтому, если какие-то летние планы у вас были, успевайте, торопитесь, еще какое-то время их сделать, выполнить все-таки есть. Ну и, конечно, я напомню вам про наш телеграм-канал, который в течение всего дня что-то интересное, познавательное публикуется там, поэтому подписывайтесь на него, QR-код видите на экране. Ну и в течение дня будьте вместе с нами, это обязательно помогает с хорошим настроением день прожить и к следующему дню, соответственно, подготовиться. Вот. Ну а мы в ближайший почти что час тоже будем много чего интересного рассказывать, говорить с интересными гостями на достаточно актуальные темы, в том числе в преддверии наступающего нового учебного года. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что нас ожидает сегодня за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 15 до плюс 24. В заречной группе от 15 до 25 со знаком плюс. В южных от 13 до 16 градусов тепла. В Вилюйской группе от плюс 15 до плюс 21. В Нижнеленских плюс 14, плюс 24. В западных плюс 13, плюс 18. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 5 до плюс 21. В Янских от 9 до 23 со знаком плюс. На северо-западе от плюс 9 до плюс 14. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 13 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается пасмурная погода, ветер также восточный 4 метра в секунду, а температура воздуха днем будет в диапазоне от плюс 22 до плюс 24 градусов. Вот с такой погодой нас провожает лето в последние дни. Где-то еще тепло держится, где-то уже ощущается осеннее такое похолодание. Ну, в любом случае, это естественный ход вещей. Мы от этого никуда не уйдем. Так же, как не уйдем от того, что наши коллеги из информационной службы хотят нам с нетерпением рассказать о последних новостях, и мы им передаем слово. Доброе утро. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Школа Якутска готовится встречать своих учеников. Ход подготовительных работ проверил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. В частности, одним из объектов стала коррекционная школа-интернат. Ремонт в ней не проводился с 2015 года. Сейчас работы подходят к концу. Еще одна точка объезда – Саха-политехнический лицей. Здесь серьезных замечаний нет. Объект готов к приему учащихся. Полностью готова и школа номер 40 имени первого президента Михаила Николаева, самая большая в республике. Уже 1 сентября здесь сядет за парты почти 1000 учеников. Саха-политехнический лицей, школа номер 40, это, можно сказать, объекты с новым зданием, и они в высокой степени готовности, и есть те моменты, которых в свое время не ушли, но мы с окружной администрацией здесь общей политики и общий язык нашли, и объекты к новому образовательному учреждению готовы, и, как говорится, полную дверь будет раскрыта. Штрафы за передачу сим-карт третьим лицам заработают уже с 1 сентября. Граждане все еще смогут покупать карты близким родственникам, но отдавать симки коллегам и друзьям будет запрещено. Родители по-прежнему могут купить сим-карту для ребенка, взрослые дети для пожилых родителей. Купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу будет нельзя. Штрафы до 200 тысяч рублей. В селе Тумул Усть-Алданского района торжественно открыли новый спортивный зал имени Иннокентия Халдеева. Объект возведен благодаря спонсорской помощи строительной компании «Интехстрой». Площадь спортзала 540 квадратных метров. Будут проводиться занятия по волейболу, баскетболу, вольной борьбе, уроки физкультуры. Также имеется тренажерная комната раздевалки и кабинеты для тренеров. Село Тумул с 2012 года имеет статус опорного центра здорового образа жизни. Жители активно пропагандируют массовый спорт и культуру. Этот зал проектирован проектной компанией «Спринт» за кратчайшие сроки. И в
течение 2 месяцев мы построили объект с наших же металлоконструкций, наших сэндвич-панелей. Площадь объекта составляет 540 квадратов. И имеет площадку для игры в волейбол, баскетбол, со спортивным линолеумом и с танцевальным залом. Мое желание, чтобы зал хорошо эксплуатировался, чтобы хорошо содержали, чтобы долгое время было в пользу для жителей этого поселка. В Мирном завершается подготовка школ к новому учебному году. Летом в зданиях провели ежегодный ремонт. Сейчас активно готовятся к отопительному сезону. Промывают системы теплоснабжения и проводят опрессовку. В спортивном корпусе политехнического лицея подрядчик устраняет последние замечания. Завершает ремонт кровли и благоустройство территории. Все работы планируется закончить в сентябре. На сегодняшний день можно сказать, что ремонтная работа уже на завершающем этапе. По всем образовательным учреждениям приводятся в порядок внутренние помещения согласно требований санитарных норм и других по безопасности. Соответственно, проводятся текущие ремонты в помещениях, это косметический ремонт. Проводятся ремонты по инженерным коммуникациям, это замена трубопроводов. Знаете, что самое прекрасное в утренней заре? Не только ее красота, но и то, что она, как и утренняя зарядка, дарит силы на весь день. Пока город только просыпается, а птицы только начинают распеваться, у вас есть уникальная возможность подарить себе заряд бодрости и энергии. Представьте, всего несколько минут энергичных движений, и ваше тело благодарит вас приливом сил, а разум становится ясным и острым. Утренняя гимнастика – это не просто набор упражнений, это ваш личный ритуал преображения. Всем доброе утро, меня зовут Мария Расторгуева, и я сегодня вам покажу тренировку с гантелями. Вместо гантелей мы будем использовать обычные бутылочки с водой. Исходное положение у нас ножки вместе, ручки держим у плеч, и на выдох руки вверх, ножки в сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кому противопоказано прыгать, делаем шагово. Выдох, вдох, выдох, вдох. Делаем по 20 повторений. И начали. Выдох, вдох, выдох, вдох. Обязательно дышим. Выдох, выдох. Дышим. Еще несколько раз делаем. Раз, два. Еще. Дышим. Выдох, выдох. Еще последний раз. Хорошо, отлично. Следующее наше упражнение – приседание с жимом бутылочек. Итак, ножки ставим шире плеч, носки у нас смотрят на 45 градусов. На вдохе приседаем до параллели с полом, присели, выдох наверх, жим наверх. Вдох, выдох. Коленки у нас в стороны смотрят, спину держим прямыми, таз отводим максимально назад. Делаем 20 повторений и начали. Вдох, выдох, вдох, присели, выдох, встали. Обязательно дышим, про дыхание не забываем. За коленочками обязательно следим, за носочки у нас не выходят. Вдох, выдох, еще несколько раз. Вдох, выдох. Следующее наше упражнение – удары перед собой крест-накрест. Ноги ставим шире плеч, держим ручки перед собой и на выдохе удар чуть в сторону, выдох, вдох, выдох, вдох. При этом чуть туловищем поворачиваемся в сторону. И начали 20 повторений. Выдох, вдох, выдох, вдох. Чуть-чуть приседаем, дышим, резко делаем, в темпе. Обязательно дышим. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще несколько раз. Отлично. Все. И наше последнее упражнение на пресс, сидя. Развороты туловищем в стороны. Ножки ставим на пол. Сгибаем ноги в коленках. Туловищем чуть назад уходим. Держим перед собой бутылочки и в стороны. Каждый раз выдох. Дышим, чувствуем наш пресс, напрягаем, выдох, вдох. Делаем 20 повторений, еще чуть-чуть. Хорошо, отлично. Занимайтесь спортом, если у вас нету гантелей, можно их легко заменить обычными бутылочками с водой. Будьте здоровы, до скорых встреч! Зарядились энергией на весь день. Пришло время узнать, а что же вообще сегодня за день. Далее узнаем о памятных и исторических датах, которыми сегодняшний день отмечен в календаре.
На календаре 28 августа. По народному календарю Успение. В православии Успение относится к числу двунадесятых праздников, то есть 12 наиболее важных после Пасхи праздников. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост, самый строгий после Великого поста. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы – ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент. Этот день в истории. В 1850 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». В 1920 году началась Всероссийская статистическая перепись населения. В 1941 году начался Таллинский переход. В 1974 году в этот день Совет министров Советского Союза утвердил новое положение о паспортной системе. А в 2004 году в России возвращена Казанская икона Божией Матери. В этот день родились Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель. Екатерина Мекленбург-Стрелицкая, русская великая княгиня. Джордж Хойт Уипф, американский врач, профессор, Нобелевский лауреат. Аркадий Стругацкий, советский писатель, фантаст, переводчик. Владимир Ивашов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Уже начали готовиться к осени. Может быть, уже составили даже список покупок или ждете распродаж. Осень 2025 года обещает быть особенной. Дизайнеры приготовили для нас много интересных решений. Но как не потеряться в море трендов и создать свой неповторимый стиль? Об этом сегодня поговорим со стилистом. У нас в гостях Виктория Крёчунас. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Ну, какие основные тренды, да, как это говорится, 25 года, осени 25 года нас ожидают, на что мы ориентируемся в области одежды? Очень приятно, что вы меня пригласили. Я хочу рассказать вам про тренды. Конечно, основное – это удобство. Да, осень должна быть уютная, комфортная, поэтому мы делаем акцент этой осенью на макси, то есть это юбки макси, если мы берем женщин. Это свободного кроя джинсы, это более приталенная, подчеркивающая фигуру верх. И можно, конечно же, утеплить это красивыми кардиганами уютными. И, наверное, в тренде это все-таки использование более натуральных тканей, потому что это сразу считывается, да. И основной тренд – это все-таки на ухоженную одежду. Поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы одежда выглядела опрятно, осенняя. Почищена, поглажена и так далее. Обувь, все это было чисто, красиво, аккуратно. Ага. Ну, помимо, вот мы упомянули и кардиганы и так далее, все-таки, да, осень это достаточно прохладно, особенно у нас время года, мы утепляемся разными пальто, жакетами и так далее. Какими они, как правильно выбрать вот этот тип одежды для себя? Вы знаете, он должен, вот я обращаю внимание, да, сидеть по фигуре. То есть любая верхняя одежда должна подчеркивать наши достоинства фигуры. Так как мы большую часть времени в Якутске находимся в верхней одежде, и сложно считать, что же там внутри, да, поэтому я все-таки обладаю тоже такой интересной фигурой, я предпочитаю подчеркивать какими-то красивыми аксессуарами, и чтобы подобрать, ну, чтобы рукава хорошо сидели, чтобы было, знаете, как все-таки верхняя одежда – это как наше лицо. Опять же, упоминаю, да, что она должна быть опрятная, она должна быть хорошо сидящей по фигуре. И сказать, что она должна прямо быть в тренде, главное, чтобы это было стильно и подходило именно для вас, ну, для людей. Потому что некоторые гонятся за модой и немножечко как будто бы упускают момент того, что идет именно им. То есть верхняя одежда должна подчеркивать индивидуальность, говорить за нас. Вот вопрос, да, моды и стиля, да, получается. Стиль все-таки да, это более личная, мода да, это более масштабная, да, надо находить баланс. Да. В моде находить что-то под свой стиль. Мода это же скоротечная, да, а стиль с нами всю жизнь. Поэтому я считаю, что лучше все-таки оставаться стильным. Ну, ориентируясь немножко на моду, наверное. Да. Ну, один из главных моментов любых этих, так сказать, направлений, да, ориентиров в части моды, это, конечно же, цветовые решения. Есть ли какие-то рекомендации именно по цветовым решениям, в какой палитре выбирать себе одежду вот на наступающую осень? Наступающая осень у нас вообще по всей России, она достаточно теплая. Поэтому я рекомендую выбирать более теплые оттенки. То есть это
какой-то оливковый цвет хаки, да, он очень актуальный будет. Это бордовый цвет, бежевые цвета. То есть использовать более такие спокойные, нейтральные оттенки и уже лучше там добавлять все-таки какие-то различные такие броские аксессуары. Да. В моде вот именно этой осенью сочетание сложных оттенков, то есть это достаточно всего лишь 3 цветов, не перебарщивать. Да. И если мы берем вот так, чтобы сразу сказать, это цвет хаки, например, это оттенки бежевого и бордовое сочетание. То есть я предпочитаю такие, знаете, сложные, дорогие сочетания. Мы вот сегодня немножко в картинках это тоже покажем. Да? А этот, вот говоря, кстати, да, про 3 цвета, палитра из 3 цветов, Да. как будто бы это вообще вот чуть ли не, ну, всегда такая базовая, что Да. больше 3 Ну цветов. вот как в вы себе. сегодня. Ну, я не совсем прям в 3, но Ну, оттеночно немножко да, отличается, конечно, да, совпало я на самом Вы деле. сегодня стильный. Спасибо, вы тоже прекрасно выглядите. И вот вы упомянули аксессуары, что да, мы берем спокойные цвета, а потом лучше подчеркивать аксессуарами. Вот тогда давайте перейдем к ним. А какими аксессуарами себя подчеркивать, на что, опять же, мы обращаем внимание, когда выбираем аксессуары. Аксессуары, я так понимаю, это могут быть ремни, пояса, Да. какие-то сумочки и Да. тому подобное. Аксессуары на осень – это, конечно же, головные уборы, это красивая, удобная обувь, потому что у нас осень особенная. Это все-таки палантины, платки, да, которые подчеркивают, мне кажется, любой образ. Да. Это пояса. Пояса выбираем тоже по типу фигуры. Вообще не ориентируемся на картинку, ориентируемся больше на свои какие-то Как будет сидеть на достоинства. тебе, Да. Все-таки немножко смотреть в зеркало нужно. Вот. Конечно, здорово подчеркивать, но это тоже аксессуар. Это хороший парфюм, это красивая теплая помада, да, например, это очки. Да, для осени, то есть очень важно беречь свое зрение. Поэтому обращать внимание нужно на качество, на состав и все-таки то, что подходит именно вам, подчеркивая вашу индивидуальность. Да. Ну, опять же, главная, наверное, проблема любых вопросов про обновление гардероба и так далее. Ну, человек не может просто взять весь существующий гардероб, Да. взять его куда-то деть и полностью его обновить. Поэтому, наверное, будет правильный вопрос, а что с прошлогодних, скажем так, коллекций, с прошлогодних веяний можно оставить под эту осень? Здесь я бы сделала упор на то, что мода циклична. И все повторяется уже сейчас. Ничего нового такого не добавилось. Если были в моде объемные пиджаки, жакеты, да, сейчас это просто больше делается упор на талии. То есть, покупая любой ремень, пояс, можно подчеркнуть. Сказать, что нужно сразу же избавляться, я бы не сказала, если раньше там чуть подольше было, то есть на следующий год уже все, что было в прошлом году, оно станет актуальным. И я, как человек, который часто избавляется от одежды, приняла решение все-таки экспериментировать с прошлой модой, добавляя какие-то детали в нынешнее состояние. Поэтому не избавляйтесь от старых гардеробов. Это точно можно применить в это время, сейчас, осенью. То есть ориентируемся на советы и пытаемся просто Да, уже по просто, собственной да. интуиции какой-то. Насмотренность немножко. Можно где-то подглядеть и добавить к своему нынешнему гардеробу какие-то интересные моменты, детали. Ну и, наверное, завершая нашу беседу, такой под чертой уже вопрос, да, все-таки мы пытаемся, выбирая одежду, по большей части, ну, как-то универсально собирать свой образ, да, чтобы мы могли, что называется, и в пир, и в мир в нем, да, то есть мы все люди занятые, рабочие. Как вот составить такую композицию на себе, чтобы можно было спокойно, уверенно идти на работу, после в этом же всем можно пойти там прогуляться, может быть, какое-то заведение посетить и так далее. Бывают ли какие-то вот универсальные такие наборы? Я называю это вообще не париться, а наслаждаться жизнью. То есть у меня есть такой принцип: одевайтесь так, как будто бы через 2 часа вам позвонят, скажут, что вы летите в Париж, и вы готовы. Пусть каждый день ваш будет как праздник. Наряжайтесь. Сейчас нет, слава богу, нет ограничений, что мы должны как-то себя ущемлять в этом плане. Да? То есть вот на мне, я думаю, что и на вас это базовый какой-то комплект. Вечером и вы, и я спокойно можем пойти куда-то с друзьями встретиться. Поэтому здесь важно просто ощущать себя комфортно. И если вдруг уж решите добавить к вечеру каких-то аксессуаров, может быть, женщина чуть поярче помаду, мужчина
Ну, мужчины, мне кажется, такие стильные сейчас и так, что вам вообще ничего не надо, да? Как говорила одна знакомая стилист, мужчине главное быть поглаженным. Все. Опрятным. Да, опрятным, вот мужчины, поглаженным просто больше. просьба, будьте опрятны. Все ничего думают, не что нужно наряжаться. Нет, оставайтесь такие, какие вы есть, просто вот немножечко обращайте на это внимание. В общем, главное всегда слушать свои ощущения, Да, слушать свои интуитивное. желания. Мода — это интуитивное состояние человека, а стиль, ну, стиль — это наше все. Понятно. Виктория, спасибо большое за эти советы. Я думаю, будут полезны всем нашим телезрителям в преддверии наступающей осени. Вам желаем хорошего дня и, конечно же, дальнейших успехов. Спасибо большое, вам тоже хорошего дня. Ну а модный мир не стоит на месте, и каждый сезон приносит нам новые веяния в одежде. Пришло время поговорить о том, как эти тенденции отражаются на самом важном гардеробе каждой школьницы. Школьная форма – это не просто одежда для учебы, это целый мир стиля и комфорта, в котором каждая девочка проводит значительную часть своей жизни. И здесь важно найти тот самый баланс между модными тенденциями и практичностью. И сегодня наш эксперт-стилист поделится профессиональными секретами, как создать идеальный школьный образ для девочки. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Скоро, совсем скоро 1 сентября, и, конечно, очень важно подумать и подобрать, в чем же ваш ребенок отправится на праздничную линейку. Ну и, конечно, заранее подготовить гардероб на 9 месяцев учебного года. Это, казалось бы, звучит так глобально, на самом деле можно собрать совсем немного вещей для того, чтобы составлять как можно больше образов. И сегодня именно такие рекомендации вы получите. Гардероб для девочки. Будем составлять образы. Самые актуальные. Смотрите, когда вы выбираете вещи для своей дочери, очень важно помнить, что девочка – это всегда про красоту, про эстетику и про точное понимание того, что я хочу или не хочу. Поэтому я рекомендую не давить на своих дочерей, а все-таки дать им свободу выбора. Сейчас в магазинах можно найти много всего очень интересного. Например, если ваша девочка любит больше какую-то спортивную эстетику, более мягкие фактуры, более объемный оверсайз, то ей может подойти вот такой вариант. Это комбинированный футер с хлопковыми рукавами. Казалось бы, рубашка вот в комплекте с такой жилеткой. Отлично будет смотреться с более мягкими простыми брюками, можно также хорошо сочетать с шортами, с юбками в целом, но главное, что это для девочки, которая любит такой расслабленный стиль, точно подойдет. Рекомендую сочетать, например, вот с такими брюками. Это обычная костюмная ткань в белую полоску с такими вот накладными карманами, при этом такие брюки точно подойдут для школьной формы. И вот делаем вот такой вот, казалось бы, очень простой, понятный образ, но в то же время это выглядит очень стильно и актуально. На ногах могут быть и белые кеды, возможно, какие-то полуспортивные туфли или ботинки. В основе любого гардероба обязательно должны быть базовые вещи. Это может быть белый лонгслив, белая футболка или же рубашка без всевозможных рюшечек, деталей и так далее. Именно такая вещь отлично будет сочетаться со всеми остальными вещами в гардеробе ребенка. Например, более классический сарафан, который идеально подходит под школьную форму, можно сочетать вот с таким вот лонгсливом. Точно так же такая вещь будет здорово смотреться, например, с твидовой юбкой. И уже у нас будет с вами эстетика бренда Chanel, когда можно добавить сюда красивые жемчужные детали, можно будет добавить нежные белые колготки, туфельки, и будет уже такой очень приятный образ девочки. К данной юбке можно подобрать идентичный жакет, укороченный вариант. Такой жакет сейчас носят даже с джинсами. Для ребенка можно спокойно делать такие же образы, как и для себя, но при этом, скажем, покупать все в мини-версии. Классическое синее платье для школы может быть совершенно разное. Здесь будет играть роль фасон и материал. Здесь у нас с вами трикотажное платье на замке. Это очень актуальный фасон. Такое платье бадлон, то есть с высоким воротником, можно носить с плотными лосинами, с кроссовками. Это же платье здорово будет смотреться с красивыми белыми колготками и светлыми туфельками и бантами. Поэтому это идеальный вариант для ребенка, который любит всегда выглядеть по-разному. То есть это то, что можно назвать базой. Также на это платье можно накинуть и джинсовую куртку, и также оно здорово будет смотреться, например, с пиджаком или жакетом.
И, конечно, блузки, рубашки и все подобные вещи в любом случае необходимы для школы. Если раньше мы привыкли к тому, что обязательно должны быть рюшечки, какие-то жабо, сейчас все уходит в эстетику минимализма. Даже здесь можно найти интересную позицию. Тут у нас такое интересное сочетание тканей, разных материалов, такой пэтчворк, но при этом смотрите, как она классно выглядит. Укороченная рубашка. Ее, опять же, можно носить и с брюками, и с юбкой, или поверх, например, футболки или майки. В общем, такая вещь точно будет классно смотреться в гардеробе школьника и отличать его индивидуальность. Достаточно много поговорили о моде и стиле. К теме подготовки к школе мы тоже вернемся достаточно скоро. А сейчас давайте ненадолго перенесемся в другое измерение. Туда, где царит неповторимый аромат свежевыпеченного хлеба. Где каждый день рождаются новые кулинарные шедевры. И где мастерство пекаря творит настоящие чудеса. Хлеб всему голова, и эта простая истина остается актуальной во все времена. Сегодня мы подробнее узнаем о профессии пекаря. Современный пекарь – это не просто работник пекарни, это настоящий мастер, который знает все секреты идеального теста, умеет чувствовать температуру печи и создавать настоящие произведения искусства из простых ингредиентов. Доброе утро, меня зовут Росси Мария Андреевна, я работаю на Якутском хлебокомбинате. Сейчас я занимаю должность начальника смены, а свою карьеру начинала я с пекаря. Моя мама, Паксваткина Надежда Дмитриевна, очень длительное время, более 38 лет, проработала на хлебокомбинате. И поэтому, видя все это с детства, как она работает, как она относится к труду, и я все время с детства мечтала, что я тоже буду работать здесь. Ну и, как говорится, мечта моя сбылась, и поэтому я сейчас работаю здесь. В этой сфере я уже работаю 14 лет. Не думаю, что пока я не буду завершать свою карьеру. Все мне нравится, нравится наш коллектив, вообще работа сама. То есть я сюда прихожу с большим удовольствием и желанием. Поэтому это вообще большая, одна моя вторая семья, в которой я, можно сказать, что живу постоянно. Всегда интересно. И все равно в процессе работы возникают какие-то новые моменты, которые вроде думаешь, было вчера все то же самое, а сегодня как-то это происходит иначе. Я вообще закончила финансово-экономический колледж имени Фадеева. Я по профессии была бы финансист казначей, но эта работа меня не привлекла, и поэтому я пришла на завод и начинала свою работу здесь. Поэтому даже чтобы людей не смущало, те, кто закончил какое-то, имеет образование, то все равно для себя можно приобрести другую профессию, которая будет приносить тебе желание и радость в работе. Меня обучили работать на печке, мы изготавливали хлеба. Арницкий, первый сорт. Еще были старые электрические печи, сейчас у нас газовые печи. Обучиться было легко, быстро, поэтому и по сейчас в моем все равно контроле остается производство хлеба, чтобы люди получали вкусный, полезный хлеб каждое утро. В моей профессии важны такие качества, как ответственность, чтобы просмотреть за каждым процессом работы, коммуникабельность, чтобы вся работа от начала до конца была проконтролирована, чтобы население получило вкусный, ароматный хлеб. Сложности бывают. Это когда может возникнуть какая-то серьезная поломка, которую нам тяжело устранить. И бывает, что мы переживаем, когда мы не можем обеспечить людей, допустим, чем-то, потому что так сложилось, и мы не можем. А так в основном нету никаких минусов, потому что у нас всегда есть сырье, у нас всегда есть упаковка. Все для того есть, чтобы работать и производить продукцию, нужную заявку выполнить, которая требуется от нас. Все. Я хочу пожелать всем тем, кто ищет работу или хочет попробовать себя в роли пекаря или кондитера, чтобы они освоили все эти моменты, и, может, пришли на работу, потому что всегда к нам требуются люди, мы обучим, и тоже кто-то будет частичкой нашей большой семьи. И желаю каждому, чтобы каждый нашел себе профессию по душе, которая будет приносить ему радость, а не будет тяжелой и рутинной в его жизни. Совсем скоро наступит сентябрь, время, когда тысячи мальчишек и девчонок впервые переступят порог школы. Для кого-то это будет новый учебный год, к которому тоже нужно правильно подготовиться. Как же мягко адаптировать ребенка после летних каникул к учебному процессу, давайте узнаем сейчас. Саяна, несмотря на свой юный возраст, девочка с активной жизненной позицией. Она любит петь, танцевать, готовить и играть с друзьями. А этим летом, после окончания садика, они с мамой решили, что надо пойти в лагерь для подготовки к 1 классу. Я ходила
в лагере. Мне там не понравилось. Мы ходили в музей хумуса, и там был самый большой хумус, и если взяться за хвостик, можно загадать желание. И там были такие маленькие хумусики. Интересно, как на них играют. У нас были разные мастер-классы, и мы однажды приготовили пирожное картошкой, и у меня получилось очень вкусно. Конечно, главной целью посещения лагеря это была подготовка к 1 классу. Как отмечают эксперты, это очень волнительный этап как для ребенка, так и для родителя. Как же помочь первокласснику адаптироваться к школьному режиму? Для первоклассников, конечно же, также не менее важен режим сна и бодрствования. И в первое время надо поддерживать ребенка, помогать. Обычно 1-2 класс родители помогают с выполнением домашних заданий, а далее уже ребенок должен самостоятельно все выполнять. Вот и Саяна подготовилась к 1 классу заранее. Нам давали примеры, и мне очень понравилось, потому что я математик. Нас учили писать, например, слушать или что-то. Прописные буквы учили. Также Саяна планирует ходить помимо школы в разные кружки. Осенью я обязательно буду ходить в разные кружки, потому что мне это очень интересно, мне нравится. Конечно, есть множество кружков. Это и творческие, и образовательные, и дополнительные занятия по предметам. Как же не ошибиться при выборе занятий вне школы? Рекомендуется, конечно, на много кружков не записывать с осени, потому что это все равно ребенок проходит адаптацию к школе, да, и 1-2 кружков будет достаточно по увлечению ребенка. Таким образом, можно грамотно, используя, организовать досуг ребенка, чтобы он гармонично развивался. Ведь именно когда ребенок получает и образование, и физическую активность, и творчество, то он вырастает всесторонне развитым и здоровым человеком. Аэлита Стручкова, Станислав Потапов, Якутск. Каждая женщина мечтает о здоровой и сияющей коже, но в современном мире, полном стрессов, плохой экологии и постоянной спешки, сохранить красоту лица становится все сложнее. Как же правильно ухаживать за кожей, чтобы она оставалась молодой и ухоженной? Сегодня мы раскроем все тайны профессионального ухода за ней, а подготовили для вас самые актуальные и действенные рекомендации, которые помогут вам достичь желаемого результата. Кожа – это самый большой орган тела, выполняющий множество важных функций. Она обеспечивает сохранность в организме жизненно важных химических и питательных веществ. При этом она выступает как защитный барьер от проникновения в организм опасных веществ и защищает нас от вредного воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, цвет, текстура и складки на коже делают нас непохожими друг на друга. Все, что препятствует нормальному функционированию кожи или вызывает изменения во внешности, может иметь важные последствия. Поэтому очень важно ухаживать за кожей лица, как для здоровья, так и для эстетической составляющей. Комплексный уход за кожей лица – это то, что помогает нам сохранить кожу молодой и выглядеть свежими и отдохнувшими. Сегодня мы вам расскажем о последовательности ухода за лицом. Каждое утро необходимо начинать с умывания. Ночью кожа восстанавливается и выделяет кожное сало, как на лице, так и на руках, которые необходимо смыть. Поэтому перед тем, как дотрагиваться до кожи лица, необходимо тщательно вымыть руки. Для умывания используйте гели и пенки с нейтральным pH-балансом. Это позволит вам деликатно очистить кожу. После умывания нанесите на лицо тонер. Тонеры освежают кожу, возвращают ей сияние, а также подготавливают ее для впитывания последующих средств. Следующим этапом нанесите сыворотку. Сыворотка стимулирует выработку коллагена и помогает поддерживать необходимый уровень увлажненности. Не забывайте и про зону шеи. Далее нанесите на лицо дневной или универсальный увлажняющий крем. Он обеспечивает коже оптимальную дозу увлажнения и предотвращает появление мелких морщинок. Наносите все средства легкими похлопывающими движениями, не растягивая при этом кожу. Также не забывайте про солнцезащитные средства, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. На этом утренний уход завершен. Подбирайте все средства, подходящие под тип вашей кожи.
Теперь можно нанести декоративную косметику и идти покорять этот мир. А знаете, как важно заботиться не только о красоте кожи, но и о красоте души. Именно творчество помогает нам раскрыть свои таланты и создать что-то особенное своими руками. Давайте же заглянем в удивительный мир рукоделия. В центре Тускул открылась настоящая сокровищница талантов. Выставка-ярмарка «Наши рукоделки». Красочные икебаны, картины и сувениры, украшения любого интерьера. На выставке-ярмарке также можно найти вязаные вещи и даже аппетитные банки с вареньем и различными соленьями. Вот сделали платок, или как называется, коврик для чашки горячей. Мне понравилось на ярмарке, что я делала поделки, мне понравились медведи, что очень весело. Мы готовили варенье из апельсиновых корок по проекту «Отходы в дело». И также пересаживали цветы и продавали на ярмарке в связи с проектом «Созерцая, не разрушай». Выставка-ярмарка проводилась совместно с Центром «Вектор» и Республиканским домом социального обслуживания. Такой совместный проект стал большим праздником как для взрослых, так и для детей. Идея проведения данного мероприятия вообще пришла у нас для того, чтобы привлечь внимание жителей Нерюнгринского района, то есть родителей и детей, что у нас есть такой центр, который направлен на работу с детьми и с родителями. То есть мы направлены на то, чтобы устранять неблагополучие в семьях, да, чтобы вот показать, что у нас работает такой педагогический состав, который направлен на профилактику социального сиротства. В каждом изделии частичка души. Результаты кропотливой работы – это искусно вышитые мозаики, макеты домов и многое другое, что не только украсит дом или офис, но и будет приятным воспоминанием о детском празднике. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. А теперь переместимся на другой конец света, в солнечную Австралию, где весна приносит точнее, в текущее время года приносит особое чувство для всех любителей японской культуры. В ботаническом саду Оберна открылся ежегодный фестиваль цветения сакуры, событие, которое объединяет культуры двух стран и дарит незабываемые впечатления всем посетителям. Тысячи местных жителей и туристов собираются здесь, чтобы насладиться красотой цветущих вишен. Не нужно ехать в саму Японию, все волшебство ханами можно увидеть прямо в сердце Сиднея. Посетители в восторге от происходящего. По словам одной из гостей, она специально следила за анонсами фестиваля и не могла пропустить это природное чудо. А постоянные посетители отмечают особую атмосферу праздника, когда среди розовых цветов гуляешь с друзьями, настроение становится по-настоящему волшебным. Этот уникальный фестиваль длится всего неделю в конце лета и является символом дружбы между Австралией и Японией. Помимо потрясающего зрелища цветущих деревьев, гости могут погрузиться в атмосферу страны восходящего солнца через традиционные блюда и ремесла. Ну а мы прямо сейчас погрузимся в атмосферу кинематографа, потому что четверг на календаре, а значит сегодня в кинотеатрах выходят киноновинки. И давайте в нашей киноафише узнаем, что с сегодняшнего дня можно посмотреть на больших экранах. Смотрите в кино с этого четверга. Не упускайте из виду аномалии. Что за аномалии? Если вы обнаружите аномалию, немедленно поверните назад. Не сюда. Если вы не обнаружите никаких аномалий, продолжайте двигаться вперед. Выход 8. Сенсационный психологический триллер «Квест», созданный по мотивам одноименной культовой видеоигры. Мрачные бесконечные переходы токийского метро становятся ловушкой для главного героя. В этом пугающем лабиринте с каждым шагом все сложнее сохранять рассудок, но выход существует. Правда, чтобы его найти, нужно строго следовать правилам. Ведь любая ошибка приводит к тому, что герой снова оказывается в самом начале пути. И только правильный выбор откроет ему заветную дверь к спасению. Я буду ждать. В кино с 28 августа. Что это? «Гризли».
В лесах Монтаны разворачивается настоящая драма. Там, где должно было появиться роскошное здание отеля, начинается настоящий кошмар. Люди исчезают один за другим, а найденные тела изуродованы до неузнаваемости. Полиция в полном замешательстве. Однако находится тот, кто готов бросить вызов неизвестному хищнику. Бывший охотник Джо Риган выходит на тропу войны. Для него это не просто охота, это личная месть и шанс встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Желаем всем приятного просмотра. Она вышла на охоту. Это теперь ее территория. Я пришел за тобой! Положим этому конец! Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях, после чего мы вернемся и ожидаем в студии гостя, с которым поговорим на одну очень интересную тему. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. По инициативе Республиканского управления ГИБДД прошла комиссия по безопасности дорожного движения. В некоторых районах республики наблюдается рост травматизма и случаев гибели в результате ДТП. Особое внимание было уделено профилактике управления мототехникой подростками и незаконная передача автотранспортных средств несовершеннолетним. Также обсуждалась работа по профилактике безопасности дорожного движения в школах и учебных учреждениях. Дети у нас сейчас находились, скажем так, вне контроля педагогов, находились различных дома, где-то в деревнях и так далее. И при таком увеличении транспортного потока они совершенно не готовы, скажем так, в первые дни учебного года, скажем так, к новым своей жизни маршрутом движения. Это, в частности, дом, школа, дом. Особенно это детей касается первоначальных классов, первоклассных наших. Обрабатывающая промышленность России демонстрирует высокие темпы роста. За первое полугодие этого года показатель увеличился на 4,2%. Несмотря на это, правительство сохраняет сдержанный прогноз роста сектора на уровне 3% по итогам года. Ключевыми драйверами роста являются транспортное машиностроение, фармацевтика и радиоэлектроника. Специалисты Роспотребнадзора Якутии провели оценку готовности школ к новому учебному году. Обследованы более 85% образовательных учреждений. Это 530 объектов. При этом в 37 установлены нарушения санитарных правил и норм. В их адрес были направлены предложения по улучшению работы согласно предписанным стандартам. Между тем, особое внимание эксперты уделяют учреждениям, где дети пребывают круглогодично. Оценка готовности школ подразумевает не только исполнение ранее выданных предписаний, но и организационную готовность по обеспечению санэпидблагополучия в образовательной организации. Это своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками, также санитарно-гигиенической подготовки работниками. В Амгинской центральной библиотеке презентовали книгу, посвященную 115-летию почетного жителя Битюнского наслега, ветерану Великой Отечественной войны Денису Алексееву I. Книга посвящена 80-летию Великой Победы и вышла серией «Выдающиеся люди Амги» о знаменитых людях Амгинского улуса. В книге рассказывается о жизни и работе Дениса Алексеева I, который на протяжении 16 лет работал председателем колхозов «Кысыл КК» и «Коммунизм». Книга издана тиражом в 100 экземпляров. На презентации книги присутствовали дети и внуки Дениса Егоровича. Они с большой теплотой и любовью вспоминали о нем. Я думаю, эта книга будет полезной для старшего поколения. И я собираюсь еще раздать всем библиотекам. Для нас это очень радостное событие. Это для нас как бы большое счастье, что мы сохранили память отца и будет знать наши
жителей нашего района. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Что ж, мы возвращаемся, как говорилось ранее, да, поговорим на очень интересную тему, а именно, вот в маленьких селах не всегда найдешь учителей, ну, например, по физике или химии, да, а ведь эти предметы, ну, как основа для будущих специалистов, без них никуда. Но вот что я вам скажу, скоро все может измениться, потому что в Якутии запускают крутой проект под названием «Сетевой учитель», и теперь даже в самой отдаленной школе дети смогут учиться у лучших педагогов страны через интернет. Подробнее об этом нам сегодня расскажет Ольга Михалева, заместитель директора по учебно-методической работе Института развития образования и повышения квалификации, кандидат педагогических наук. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот что вообще за система, да, проект такой «Сетевой учитель»? Давайте в двух словах как-то, чтобы мы понимали, о чем говорим. Да, этот проект направлен на решение проблемы нехватки квалифицированных педагогов, профильных учителей в маленьких школах. Поэтому в этом году 3 улуса в проектном режиме начинают этот проект. Это Алекминский, Усть-Алданский и Сунтарский улус. Это мы говорим полностью про районы или про какие-то отдельные, может быть? Отдельные школы. Отдельные школы на 3 улусах. Пока в пилотном режиме будет запущен этот проект. А что вообще из себя представляет? То есть мы поняли, что это идет некое обучение онлайн, но как оно будет проходить? Этот проект, как бы разработчики этого проекта, группа компаний «Просвещение», они отобрали специально лучших учителей России для проведения онлайн-уроков. В онлайн-уроках будут привлечены вот очень ведущие учителя по биологии, химии и физике. Также у нас запрос появился и на уроки математики, которые они предлагают нам разработать уже с нового года, 2026 года. Поэтому мы надеемся, что 4 предмета будут уже в онлайн-режиме проводиться для таких маленьких школ. Будет работать учитель-ассистент, который прямо находится рядом с обучающимися в классе. Онлайн-урок ведется, ассистент-учитель организовывает весь учебный процесс с обучающимися. Здесь задействован очень интересный онлайн-сервис «Мультибук», где в образовательном контенте находятся и электронные учебники, и рабочие тетради для детей, обучающихся, и, конечно, записи уроков. Если ребенок каким-то образом не смог посетить этот урок, он может наверстать это самостоятельно и организованно может как бы проводить. И в любом темпе, если есть дети опережающего такого характера, они могут тоже опережающе заниматься дополнительно вот этими темами и уроками, которые их заинтересовали. Вот я здесь очень вижу хорошую вещь, что как бы при всей массовости проекта, то есть все равно учится целый класс, как я понимаю, с учетом учителя-ассистента, то при этом есть и возможность для индивидуального темпа. Это прям, ну, мне кажется, школам этого не хватало очень сильно. Не хватало, и, конечно, вот развитие всех цифровых технологий дает возможность использования 3D-моделей, онлайн-урока, который очень хорошо структурирован. Мы посмотрели уже первые уроки, которые разработаны компанией «Просвещение», и увидели, что уроки очень интересны, сами по себе структурированы. А в целом, все-таки, опять же, «Сетевой учитель» проект не первый год, наверное, реализуется. У нас в Якутии он как пилот запускается, но до этого уже где-то он опробованный. Может ли все-таки онлайн-обучение заменить настоящего учителя в школе? Он, конечно, полностью заменить не может, но сейчас мы видим, что дети, которые выросли уже в цифровой среде, они достаточно привычны для них. Этот инструмент, им больше нравится работать индивидуально, в индивидуальном темпе, поэтому, мне кажется, вот эта система может работать. Но восполнение вот того, что учитель находится где-то за экраном, возможно через работу педагога-ассистента, который назначается в школе. Ну и плюс тут вопрос, да, работы как бы с живым человеком. Все-таки это же тоже какой-то энергетический обмен происходит, важный такой момент. Опять же, мы сказали, да, что у нас сейчас дети, выросшие уже в цифровом обществе, я думаю, наверное, не возникнет у них проблем привыкнуть к такому формату. Мы надеемся на то, что привыкать к этому способу не придется, потому что это дети, которые прошли
пандемийное дистанционное обучение уже в начальной школе, в 7-8 классах этот проект будет запускаться. Ну, конечно, это период активного формирования ответственности, самоорганизации образовательного пространства своего собственного, поиска уже будущей профессии. В этот период уже ребенок задумывается над этим. Поэтому, мне кажется, если школа их подготовит, познакомит хорошо с платформой, с которой необходимо работать, с теми домашними заданиями, с рабочей тетрадью, которыми они будут непосредственно работать, мне кажется, вот эта работа будет успешна. Все зависит, конечно, от самой школы. А вот такую третью сторону процесса обучения родителей, да, то есть, все равно родители нет-нет хотят помогать своим детям как-то, чтобы у них все учеба проходила комфортнее, была успеваемость, где-то там и с домашней работой, может быть, помочь. В новый формат как-то меняет вот это отношение к помощи со стороны родителя? Конечно, необходима помощь со стороны родителей, потому что родители, если непосредственно интересуются успехом ребенка, его успеваемостью, и спрашивать, какие трудности он может испытать во время учебного процесса, это, конечно, дает возможность приобретать силы самому ребенку. Поэтому, мне кажется, вот помощь родителей необходима, и школа в первую очередь должна информировать родителей, в каком формате, как это будет проходить. Потому что сегодня у нас будет уже второй вебинар. Если 14 августа у нас очный методический семинар был проведен руководителем этого проекта Сухановой Татьяны Владимировны, то сегодня мы уже работаем с учителями, теми, которым будут проводить эти онлайн-уроки. Уже точечно? Да, точечно уже будут знакомиться. И трудности будут связаны с тем, что у нас единое расписание должно быть для всех школ. Одновременно учитель не может для каждой школы отдельно проводить эти уроки. Поэтому одновременно эти школы должны сформировать такое расписание, удобное для учителей, которые находятся с разным часовым поясом. То есть, правильно я понимаю, по одному предмету преподаватель сразу в несколько школах ведет урок? Да, одновременно уроки будут проходить. Ольга, спасибо большое за эту беседу. Вообще классно. Цифровая технология в обучении, это уже в разных форматах себя это зарекомендовало на протяжении многих лет. Я думаю, это будет очередной шаг к увеличению образованности, наверное, наших детей в первую очередь. Вам желаю успехов в работе, чтобы проект действительно себя оправдал и развивался. Надеемся на это. Спасибо вам. А вам, дорогие зрители, мы также желаем хорошего дня. Сегодня четверг, завтра будет пятница, завтра мы вновь встретимся. А на сегодня пусть все у вас получится, пусть все будет хорошо.